я хочу фотографию мальчика, Андрея Зеленского, мама согласна была показать фотографию, то есть можно их между страны. Они действительно сейчас уже вот в аэропорту собираются улетать в Иркутск. Ну, по фотографии видно, что практически ребенку сняли скальп. Фотографии это после 10 дней после того, как вы провели лечение. И сейчас они летят в Иркутск для того, чтобы делать операцию на глазах, потому что глаз действительно там может вообще не действовать. Я абсолютно согласна с Валерием Алексеевичем, который первый вышедший здесь заявил, что закон очень сырой, не просто сырой, действительно там множество пробелов, там одни нормы абсолютно противоречат другим, и один из принципов этого закона гласит, статья 4, пункт 4, это основным принципом обращения с животными является научно обоснованное сочетание нравственных, экономических и социальных интересов человека прежде всего. А получается, что этот закон абсолютно противоречит основному принципу, который он декларирует. Значит, я немножко хочу остановиться, потому что, конечно, если я как юрист изучила этот закон, многие тоже специалисты в этом плане изучили этот закон, но многие присутствующие здесь просто не знают, вообще на что у нас, к чему ведет этот закон. Ну, во-первых, нужно сказать, что этому принципу, декларируемому в этом же законе, абсолютно не соответствует то, что на собак мы должны выделять значительно большее количество финансирования. Ни при каких условиях агрессивного поведения собаки мы не можем ее усыпить, привести в гуманную эвтаназию. Мы должны будем ее содержать до конца ее дней. То есть, если она нападет даже на вашего ребенка, и вы посмеете ее убить на глазах ребенка, вам может пригрозить ответственность по статье 2, 245, то есть по части 2 245 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, и вы можете быть наказаны до 5 лет тюремного тюрьмы, лишения свободы. Поэтому мы должны взвешенно подходить. Все те механизмы, которые прописаны в законе, они абсолютно во многом невыполнимы. И многие из них, в том числе и по чипированию, к сожалению, это необходимая мера, она невозможна, потому что она не соответствует действующей Конституции сегодняшней Российской Федерации. Это нужно либо вносить в нее изменения, либо какие-то находить другие правовые механизмы. Кроме этого, там прописано о том, что любой волонтер зоозащитной организации может прийти к вам домой и посмотреть, в каких условиях вы содержите собаку. Если вы вдруг ее не докормили, не допоили, или как-то ей не оказали вовремя медицинские услуги, то вы будете отвечать по уголовной статье, и зоозащитник может в любой момент прийти к вам домой и проконтролировать, как вы это соблюдаете. Ну, а тут действует другой принцип Конституции о неприкосновенности жилища. То есть те механизмы, которые там есть, они или абсолютно абсурдны, или абсолютно не соответствуют основному закону нашей страны. Кроме этого, здесь действительно специалисты, мы такая группа, которая создалась стихийно, да, на ту проблему, которая возникла в обществе. Я, например, не хочу, мои достаточно уже взрослые, я надеюсь, что их, но они никогда не попадут в эту ситуацию. Но извините, как я буду чувствовать себя через год, через месяц, через 2, если какой-то маленький ребенок попадет в эту ситуацию? Я думаю, мы как взрослые, как родители, а чужих детей не бывает, просто не сможем себе это простить, что на нашей, где-то в городе, да, мы цивилизованные люди, нас практически загрызают детей. Но это недопустимая ситуация. Вот действительно Елена Григорьевна сказала о том, что мы подняли очень много научных публикаций, что этот метод ОСВВ, значит, отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск не действует во многих странах. Он показал свою абсолютную неэффективность. В Индии, значит, в Румынии, в Пакистане люди митингами выходили на улицы протестовать против отменения этого, я думаю, бесчеловечного просто, значит, эксперимента. После того, как у них, значит, загрызали насмерть маленьких детей. Ну мы что, будем ждать этого? Этот метод ОСВВ действует только при условии, если единовременно будет поймано 80% всех особей и стерилизованы. В другом случае они будут размножаться, особи эти бродячие, просто как кролики. Представляете, одна самка может на свет за 1 год только 10 щенков. Вчера мне озвучили цифру, что у нас в городе сегодня около 10 тысяч собак. Ну, посчитайте в геометрической прогрессии, какое количество собак мы можем дать через год. Кроме этого, мы ознакомились с международным опытом применения этого метода. Я хочу вам сказать, что он применяется практически
огромным количеством собак, который, еще раз, вот как Елена Григорьевна, мы тоже изучали этот опыт, не дает нам никакой страховки, что эти собаки, выпущенные на улицу, не будут агрессивно закрывать стаи. Да ничего подобного. Действительно, многие ученые говорят о том, что значит, особи женского рода, они, наоборот, еще, значит, целью их вот, агрессии являются дети. Очень часто именно фиксируют вот такое неадекватное поведение этих животных. Ну и то, что касается тоже принципа декларированного в законе, экономических интересов человека. Ну, ребята, ну действительно, о чем мы можем говорить, о каких интересах наших людей, да, о том, что запрашивают такие организации. На сегодняшний день мы тоже мониторим ситуацию в Ленске. На сегодняшний день зоозащитники просят по, значит, своих 20 миллионов рублей на строительство периода. Это только на строительство периода. 28 миллионов из районного бюджета выделяется на районную больницу. Давайте взвесим, да? Больница, 11 приютов. В десятки раз меньше эта цифра. И что, мы будем детей в приютах содержать по какому-то, значит, эконом-классу, а собакам будем выделять 400 рублей в день. Ну, это абсурдно. Поэтому какое наше предложение? Абсолютно закон не применим в сегодняшних условиях. Конечно, должно быть гуманное отношение к животным. Нужно продумать вот этот механизм чипирования или там бирка и так далее. Но я еще раз хочу сказать, что по Конституции кто-то захочет пойти свои личные данные озвучить, а кто-то не захочет. Это как будет однобоко. Кто ответственно отнесет свою, значит, своей ответственности за собаку, он позицию пропишет. А безответственные люди, они так и останутся не наказуемыми. Их невозможно будет потом к этой ответственности призвать. Так вот, что, какое наше предложение? Мы предлагаем сделать переходный период работы этого закона, некий мораторий на 2-3 года. Я думаю, что депутаты Украины могут помочь нам выйти с такой инициативой. И в течение этих 2-3 лет, потому что я хочу сказать, что этот закон настолько непрофессионально подготовлен, там все понятия очень, ну как будто вот собрались юристы, абсолютно не привлекающие специалистов, кинологов, ветеринаров и так далее. Там очень много просто вот, дыр, это дырявый закон. То есть пригласить специалистов, кинологов, значит, зоологов, ветеринаров, представителей муниципальной службы, общественные организации, в том числе и зоозащитников, те, кто болеет не только за животных, но и за детей, которые переживают, я предлагаю вот этот, значит, в течение вот этого моратория, этот закон, как изменить, потому что я еще раз говорю, на сегодняшний день этот закон применять просто невозможно. Он просто дырявый. Спасибо за внимание. Очень яркое выступление. Спасибо большое. Вопросы? Да, вот. Здравствуйте. Можно представиться? Здравствуйте. Меня зовут Крестьянникова Ольга. Я общественник, независимо, что своя компания. У меня есть собаки и бездомыши, которые я собираю и помогаю. 10 тысяч собак. Кто вам такие данные сказал? Меня озвучили вчера. В Меркурии, вот у нас, как у заводчиков, 1500, мы вот своих собак оформляем, 1500 в Меркурии. Ну не может быть 8 Практически декларировано. Да. А сколько дней? Ну, это все равно не так много. Мы подачим... Но если вам 4-5 тысяч отлавливают ежегодно, а 1000-1500 ваша всегда остается у заводчиков? Ну, у заводчиков. Да, я считаю, что ежегодно у нас в городе отлавливается 5000 мусоров. Ну, примерно, но они же А 1500 остается всегда у вас как у заводчиков. То есть все равно цифра Но большая. это все равно не заводчик, правильно? Знаете, мы давайте не будем спорить, а специалисты приглашать. Я говорю, все данные, которые мне озвучили, я их приглашаю. Ну, по закону, да, я тоже хочу сказать, так как я пришла, хорошо бы собраться и заводчикам, и общественникам обязательно, например. Да, вот это вот надо делать. Наше предложение по мораторию на закон, пока на 2-3 года его становится. Вот общественность, вы должны вынести какой-то решение. Хорошо, слушай, молодой человек, кстати, пожалуйста, я представлюсь. Так, у нас еще записалась Иванова Зефира Петровна, да? Да, я только Елену дополню. В принципе, у нас это данные. Ну, в принципе, я
Давайте, да, вот Иванова Сахара Петровна была записана. Далеко не уходи, там улучшай. Добрый день, уважаемые члены Общественной палаты, гости и депутаты. Да? И у меня дополнение к информации Елены, потому как мы в последние дни вместе работали и отрабатывали. Я являюсь на сегодняшний день председателем Союза общества охотников и рыболовов Республики и также региональным председателем общероссийского общественного движения «Живая Россия». И в эти дни мы, конечно, вот все эти параметры обсуждали, то, что вот по всей России ОСВ и с 1 января она наступила. И на сегодняшний день, соответственно, также с нами Республика Карелия тоже обращение, предложение внесли. Мы свои предложения от имени «Живой России» также внесли наше государственное собрание в Тюмень и также главе республики и нашему мэру Светлане Владимировне. Да? И что я хотела бы сказать, что закон ОСВ на сегодняшний день ни в одном регионе оно не работает, а также и в мире. Ввиду того, что это у администрации, как и регионального, и муниципального, отсутствуют денежные средства на реализацию данного закона, который был принят в Государственной Думе сообществом зоозащитников, и так как принятие самого закона, заметьте, заняло 12 часов. Никак не обсуждался и не оценивался ни экспертным, ни профессиональными сообществами, и так как этот закон был написан некомпетентными лицами, без участия профессионалов, естественно, не содержал никаких мер по финансированию этих мероприятий, которые одновременно накладываются на местные власти принятием такого закона, а в соответствии с Конституцией Российской Федерации должны быть предусмотрены финансовые ресурсы на его реализацию. Потому что муниципальная власть отделена от государственной, и если кто-то наделяет муниципальную власть дополнительными обязанностями, а именно обязанностями по строительству приютов для бродячих животных, то должно быть предусмотрено финансирование этих мероприятий. И еще до 1 января 2020 года эти средства должны были поступить на расчетные счета бюджетных исполнителей для того, чтобы приюты хотя бы начали строиться. Но так как финансовые ресурсы не были предусмотрены, а на места денежных средств нет в бюджете, так же, что и в нашем регионе, и в других регионах России, и так как самыми горячими сторонниками приютов являются зоозащитные сообщества, так почему же мы только должны, налогоплательщики республики и города, да, и почему мы только должны об этом думать, то предлагаем финансирование строительства приютов за счет организации зоозащитных сообществ или посредством государственно-частного партнерства с муниципальным образованием. Это тоже должно быть выходом. Почему средства бюджета, которые находятся, деньги налогоплательщиков, и налогоплательщики категорически, я думаю, что против, чтобы деньги тратились не на медицину, образование, транспорт, связь и другие отрасли обеспечения надлежащей жизни и благоприятной среды для человека на местах. Налогоплательщики против того, чтобы деньги тратились на пожизненное содержание безнадзорных животных, которые никакой пользы не принесут, и по сути на сегодняшний день они никому не нужны. И мы сегодня не уверены от того, что вот стерилизация, вакцинация, стерилизация, все это фокус, и нет гарантии, что собака станет агрессивной. И методические рекомендации по строительству приютов – это минимальный перечень того, что должно быть соблюдено. Никто не отменяет СНИПы и СанПины. Ветеринарные правила, правила градостроительства и правила пожарной безопасности, которые должны соблюдаться неукоснительно при строительстве абсолютно любого здания. При несоблюдении этих правил прокуратура и другие надзорные организации сразу строят объекты.
А приют сам по себе – это особо опасный ветеринарный объект, так как здесь будут содержаться животные с неизвестной этиологией, должен соблюдаться карантин, опасен приют и по признаку возникновения эпизоотии и эпидемии. Поэтому в обязательном порядке должен обеспечиваться санитарной защитной зоной не менее 500 метров по периметру. И не забывайте, то, что мы сегодня говорим приют строительства, так участок должен быть не менее 129 гектаров. И не должно быть рядом с этим участком поблизости жилых домов и иных других сооружений. Ну, в случае предусмотрения свободного обитания собак на улице, это будет служить миной замедленного действия, будет подталкивать население на расправы и самосуд над животными. Тем самым увеличится угроза социального взрыва, ставит законопослушное население на грань конфликтов законов, то есть формируется нелояльная к реализации правовых основ государственной политики населения, ухудшение криминальной обстановки, конфликт с законом, катализатор социального взрыва. Поэтому я думаю, что пока мы в законе изменения не внесутся, то этот закон никак не будет работать. И я призываю зоозащитные сообщества также подключиться при финансировании, содержании, строительства этих приютов. Это не государственная проблема. Поймите правильно, это почему мы возлагаем все это на государство? Государство вам чем обязано? Можно я скажу вам пару слов? Мы аналитику тут «Живой России», мы тут то, что вот сегодня с Оксаной Владимировной тоже, и сейчас, я думаю, Валерий Алексеевич тоже передам, и тут аналитику всего этого посчитаем. То, что содержание приютов вот считается 47 миллионов, то это стоимость, это плюсуйте 11-12%. Это в расчете 2018-2019 годов. А строительство приютов 149 миллионов обойдется, это на 500 голов, это стоимость средней полосы России. А с учетом наших климатических условий это гораздо дороже. Так, вот, можно Мы я... предлагаем вам также объединиться посредством государственного частного партнерства с договором с муниципальным образованием. Вот вы так ловко повернули тему, так это самое, Почему я? подождите, на волонтеров, да? То есть те зоозащитники, которые радеют за то, чтобы не было бездомных животных на улицах города. Это единственная цель вот, зоозащиты, да? Так, а налоги, вот в инфраналоге, а не проще ли налоги брать с тех, кто пополняет вот этими плодильщиков, прижать, чтобы они это сам не плодили, не выкидывали этих щенят? А почему зоозащитники должны плодить, вот, то есть это самое, оплачивать вот эти приюты, как вы говорите, а не те, кто создает эту проблему? А теперь вы смотрите, Вы вот знаете, содержание собаки 310 рублей, а в школе отдельно не 70 рублей. Дамы, будьте так любезны. Почему у нас собака сколько? Я понимаю, я собак тоже жалею. Еще раз вам говорю, это не базар. Будьте так любезны. Вот это предложение, вы тоже предлагаете вам. Почему меня она перебила? Я что, слушала? Во-первых, вам никто слова не давал. Вы сами стали и сказали, начали говорить. Вот у меня есть люди, которые хотят выступить. Я не записались. Это их право высказать то, что они хотят. Ну, слово же даете присутствующим? Вот сейчас я не вижу слова. Я слышу, что это базар. Меня перебивает человек. Задайте. Кроме нас, они сами себе не помогут, они не могут пойти на работу и заработать себе на хлеб, понятно? Поэтому, в отличие от вас, правильно говорите, поэтому а собака сама себе не поможет. А вы меня вот говорите, что нам Я не говорю, что приютов не надо строить. За счет каких средств? Вы реально посмотрите, давайте решила расширять и строить приюты. Спасибо большое. Понятно, позиция ясна. вы президент, оплачивать. Уважаемые
друзья, мы обещали друг другу в самом начале не переносить личности. Девушка, еще раз, вы задали вопрос, будьте так добры сесть.